Извините, я политик, я лидер такой-то оппозиционной партии. Я Худжанды Будик, поэтому Мы пришли сюда, в Европу, со своими иллюзиями. живут в параллельных обществах, да, там у них все свое, там никогда не соприкасаются с местными, только минимум там с джоб-центрами или какими-то этими, и не интегрируются и живут как бы так. Альхамдулилlah, субханаллах, машаллах. Порок нашего народа, когда мы постоянно любим грызть друг друга. К сожалению, это не чисто таджикская болезнь. При этом все понимают, что рахмонизм – это чистое, концентрированное, институциональное зло. Пусть Рахмон там будет еще 100 лет. Это был камень в мой огород, да, типа? Представьте себе, что международные организации, они более заинтересованы, чем таджикская власть, в том, чтобы узнать наконец-то, сколько человек было убито в Таджикистане во время гражданской войны. Салют, там в Индонезии. Это серия подкастов на канале «Смелые мысли». Следующий наш гость, не требующий особого представления. Лидер Национального альянса Таджикистана в изгнании, а также лидер Исламской партии Таджикистана, к сожалению, тоже в изгнании. Господин Кабири Мухиддин. Добрый день, еще раз, салам алейкум. Рад вас приветствовать, Акоджон. Честно говоря, я вот долго вас знаю заочно, и вот впервые удалось с вами, как говорится, лицом к лицу пообщаться. Хотел узнать, Акоджон, где вы сейчас живете, в каком статусе? Можете с нами поделиться, если это безопасно для вас? Нет, ну, в Европе у меня статус политического мигранта уже 8-й год, и этим все сказано. Да, вы получили убежище, получается? Да, я сразу же... Обычно раньше, когда я приехал, тогда люди получали, кто-то ждал год, два, кто-то даже после 10 лет так и не получает. Но поскольку мой кейс, так скажем, был настолько очевиден, что миграционные службы тут же, по-моему, в течение 5 или 6 месяцев закончили рассмотрение дела и дали статус. Прелесть, прелесть. Скажите, а вы столкнулись, получается, с такой сумасшедшей, на наш взгляд, европейской бюрократией. Чему вы научились от этой бюрократии? И как она вас вот, впечатлила, либо наоборот огорчила? Нет, я пришел к такому выводу, что бюрократия, как бы мы его ненавидели, не критиковали, это важная вещь, важный инструмент, и без него ни одно государство не обходится. То есть, но это еще зависит от того, какая там бюрократия. Если бюрократия плюс коррупция, плюс там местничество, там авторитаризм, диктатура, это уже, конечно, ужас, трагедия, но если диктатура, она просто для того, чтобы иметь какой-то порядок, субординацию, и все должны отвечать за то решение, которое принимают, то, опять повторюсь, как бы его не критиковали, это необходимая вещь. Замечательно. Поэтому европейская бюрократия, она иногда как бы вот нам не нравится, потому что они придираются к каким-то мелочам, деталям. А у нас как? Привыкли, там, ну, можно решать вопрос даже каким-то нетрадиционными методами. Не, для нас именно что традиционное, именно что. Да. Поэтому тут, но, знаете, когда человек привыкает к бюрократии и заранее готов, понимает, что такой закон, такой порядок, и причем, вот самое главное, эта бюрократия, она для всех. То есть тут, а у нас как? У нас есть бюрократия, но не для всех, для простого народа. Для других там нет ни бюрократии, нет демократии, нет ничего. Все. А тут гражданин, не гражданин, беженец, там, министр, простой рабочий, перед бюрократией все равны. Верно. Это как перед Богом почти что как. А вы, значит, столкнули... вы не против, если я Акоджон буду говорить? Я все-таки... Нет, все нормально, давай. Я Худжанды Будик, поэтому Да, у нас это... мне больше это нравится. Давайте вот Да, так. отлично. А вы уже столкнулись с джоб-центром? Вы подались? Вот это для нас, допустим, сколько таджиков знаю, мы там с джоб-центра там сталкивались, видели. Вот. А у вас было уже
Шерод, я, наверное, избегаю, наверное, какие-то детали, ну, сами понимаете, но в целом я скажу, что моя судьба, судьба моей семьи так сложилась, как у всех мигрантов, ни меньше, ни больше. Джоб-центр, миграционный лагерь, там, не знаю, ну, все, что интеграционные курсы, языковые курсы, там, Ausbildung, все. То есть я в этом вопросе, как мигрант и моя семья, ничем не отличаемся, никаких исключений. Вот это и бюрократия. А вы ходите на курсы какие-то, ну, уже учите немецкий, либо вы решили упустить этот момент? Нет, я закончил. Правда, я не ходил на курсы, но получил B2 по-немецки. И сейчас готовлюсь к экзамену C1, C1. И да, у меня сертификат B2 есть уже. И, кстати, я до коронавируса получил. И после коронавируса как-то вот оно настолько повлияло, поменяло все, что если бы я так этим темпом продолжал бы заниматься немецким, то давно бы получил и сертификат повыше. Но сейчас разговариваю, даю интервью на немецком. Когда встречаюсь, например, с политиками в Бундестаге, там, в каких-то государственных структурах, да и по линии джоб-центра и так далее, ну, свободно общаюсь. Кстати, я читаю много. У меня чтение намного лучше, чем шпрах, то есть говорит, потому что... Да, я читаю много, слушаю много, но с учетом того, что у меня вот такая специфика, я меньше контактирую с людьми, в том числе с местными, у меня с разговором чуть проблема. Отлично. Ну, если что, у нас огромное количество таджиков, которые ходят тоже на эти шпрах-курсы, с которыми, если что, можно онлайн всегда связаться. Кстати, есть такие онлайн-курсы. Акудян, что в Европе, как ваша деятельность, она продолжаете, как она выглядит, просто интересно, как политики в изгнании, чем они занимаются, для нас это как бы немножко непонятная история. Может, немножко для нас... Знаете, в Европе я был часто. Не зря меня и друзья, и враги в Таджикистане называли туристом номер один. Я относился к этому очень спокойно, даже когда это выглядело как бы ругательство. Потому что я часто путешествовал и по работе, в основном как по работе. Я только один раз, когда меня пригласили как члена парламента за 10 лет, потому что это было условие международных организаций, что в делегации должны быть включены представители всех политических партий, которые имеют представителей в парламенте. И руководство парламента не было другого выхода, как включить меня в эту делегацию. А за 10 лет больше меня не включили ни в одну официальную делегацию, но я часто побывал по линии университетов, выступал на какие-то конференции. И европейская жизнь для меня, она была, то есть, знакома. То есть вот эта размеренность, красота, чистота, это всегда вот... Да, но когда я приехал сюда уже в качестве мигранта, был такой, скажем так, я знал, что есть отличие между действующим политиком, официальным признанным политиком в стране, депутат парламента, лидер официально признанной партии и обычным мигрантом. Но не думал, что настолько разница большая, потому что когда я приехал до этого в Европу, обычно гостиницы там, встречи, Бундестаг, парламент, официальные, то есть пресса и так далее. А тут ты приезжаешь или заходишь куда-то, ты обычный мигрант, смотрят на тебя так же, как на твоего там соседа или там, то есть неважно для этого молодой девушки, молодого парня, там, дамы, которые сидит за столом, кто ты там был в той жизни, скажем так. И они относятся к тебе как к мигранту, поэтому тем более ты не можешь здесь сказать, что, извините, я политик, я лидер такой-то оппозиционной партии. Они могут послушать и скажут, ну и что? Ну, по факту. Ну и что? Ну и что ты политик? Ну и что ты там глава такой партии? Ну и что ты там был каким-то известным человеком?
у тебя есть там сертификат языка? Откуда у тебя доходы? Где ты работаешь? Чем ты занимаешься? Отвечай на эти вопросы и уходи, все. То есть я здесь, для меня вот быть политиком, это только в рамках моей партии, моих интервью, вот когда разговариваем. А в обычной жизни даже многие мои соседи и те, которые онлайн мы прошли, участвовали в курс немецкого языка, они не знали, чем я занимаюсь. Просто мы когда с Ахмаджоном с Ахмадом Каримом проводили подкаст тоже, мы вроде как в каком-то роде гадали, чем вот вы и ваша компания занимаются в Европе. Он сказал, что вы там занимаетесь отбеливанием репутации таджиков, что вот мы не террористы, мы нормальные, мы адекватные и так далее. Я действительно возмутился, думаю, какой смысл в этом? Вот если в политическом плане, вот какая работа ведется сейчас вами и вашей командой? Ну, давайте скажем так, есть часть работы, которую мы ведем для нашей аудитории, для таджикской аудитории. Мы оппозиционная партия, мы критикуем власти, мы указываем на недостатки. У нас свои требования к нему, я думаю, что эти требования они справедливые. То есть это часть нашей работы, политическая работа. А здесь есть другая часть нашей работы. Действительно, мы не занимаемся, скажем, отбеливанием террористов, таджиков или там мусульман. Это, конечно, называется по-другому, но на нас тоже лежит ответственность, поскольку мы таджики, мусульмане, мигранты, а имидж у мусульман, у мигрантов, тем более у таджиков после стольких событий, где таджики так или иначе якобы участвовали в этих событиях, мы считаем, что ответственны тоже за то, чтобы работать в направлении того, чтобы показать миру, что есть другие таджики, есть другие мусульмане. То есть вы неким образом альтернативу предлагаете? Да, есть другие мигранты. Не все мигранты виноваты, не все таджики террористы, не все мусульмане, они экстремисты, радикали. Но на фоне того, что происходит в мире, и на фоне того, что такая вот иногда преднамеренная антиисламская риторика просто зашкаливает, наша работа выглядит не очень эффективной, не очень. Но я лично считаю, что не надо отказываться от этой работы, потому что кто-то должен этим заниматься. И работая вот в двух направлениях, заниматься политической деятельностью как оппозиционер, при этом всегда находясь под давлением, как безопасность, там, ну, сами понимаете, какие рычаги давления есть у диктаторов против оппозиционеров. Я не буду сейчас всех перечислять, тем более против таджикских оппозиционеров. Это с одной стороны. С другой стороны, что мы должны часть свою энергию, потенциал направить на работу среди мигрантов, помочь им интегрироваться в Европе и помочь им найти свое место, чтобы не попадать под влияние различных радикальных групп. А как вот это на практике выглядит, Бахшиш Акоджан? А вот как на практике выглядит, например, наш таджик, допустим, каким-то образом оказался в Европе? А какого рода помощь он может ожидать от вас? Вот вы говорите в интеграции, там оно включает очень огромное количество телодвижений, да, и процедур. Вот как это как это прощутить, как вы видите? Ну, я просто скажу, какой у меня опыт, по своему опыту. Я часто путешествую по Европе, в основном встречаюсь с нашими мигрантами. Естественно, с нашими сторонниками, членами нашей партии или альянса. И в ходе этих бесед я получаю довольно большой объем информации, чем дышит наша молодежь, наши мигранты, о чем думают, какие у них социальные проблемы, какие культурные, цивилизационные проблемы, какие у них вопросы. И кто-то разочаровался в Европе, кто-то не нашел свое место здесь, кто-то не может интегрироваться по многим причинам, и у него, скажем так, дисбаланс в мышлениях. И тут возникает такой вопрос, а что я могу сделать для конкретного человека?
Я стараюсь объяснить ему, например, что должен делать мусульманин, мигрант, таджик в таких условиях. Откуда надо начинать, какие приоритеты у него должно быть. И самое главное, я стараюсь объяснить молодежи, мигрантам, что надо воспринимать реальность, как оно есть. Вот мы пришли сюда, в Европу, со своими иллюзиями. Есть такое, есть мы такое, находимся да. здесь, мы находимся физически здесь, но мысленно мы где-то еще там в Таджикистане, в Кулябе, в Файзабаде, в Хадженте. Это не дает нам возможность интегрироваться, найти свое место здесь. И поэтому я говорю, что, ребята, да, здесь надо оставаться. Вот идентичность, это очень большая ответственность. Мусульманская идентичность, таджикская, там, азиатская, еще очень много других идентичностей. Но это не мешает, не должно мешать нам найти свое место в Европе, интегрироваться, развиваться. И я объясняю им, знаете, вот, Широз, многие находят мои мысли какими-то непонятными. Потом кто-то задает вопрос напрямую, кто-то не задает из-за уважения, не задает эти вопросы. Потом я получаю фидбэк, то есть, скажем так, информацию, что они уже даже, часть молодежи начинает сомневаться в том, что я правильный мусульманин или таджик или нет, все-таки вообще. Я правильно ли, справедливо ли занимаю свой пост, свое место, как лидер исламской партии, лидер одной из таджикских оппозиционных групп. Потому что я вроде бы говорю, что, ребята, надо тут больше ходить в какие-то интеграционные курсы, участвовать в различных культурных мероприятиях. Октоберфест туда входит? Как? В культурных мероприятиях Октоберфест. Ну, так должно быть. Почему? Хотя бы для того, чтобы узнать, что там происходит. Получить новую информацию, потому что это наша реальная жизнь. Мы когда выходим на улицу, там, мы же там не знаем, кто мой сосед. Еврей, христианин, индус, мусульманин. И если ты хочешь жить в этой обществе, то у тебя должно быть уважение к этим культурам. А уважение приходит после знаний. Если у тебя нет знаний достаточно, ты можешь долгое время играть в такую игру, как бы уважаешь чужое мнение, но на самом деле это не искренне. Да. Уважение приходит только тогда, когда у тебя есть информация, ты знаешь его. Да, совершенно верно. Поэтому я, когда об этом говорю ребятам, что, знаете, вот я говорю, что, ребята, быть мусульманином, ходить в мечеть, в какие-то религиозные курсы, это наша религиозная обязанность. Мы должны этим заниматься. Но у нас рядом с этим еще есть гражданская ответственность, есть общественная ответственность. На худой конец есть ответственность перед семьей, перед детьми. Мои дети должны, я должен им что-то помочь, интегрироваться, найти свое будущее. Если я сам не смог интегрироваться в это общество, каким образом я могу помочь моим детям? Поэтому, знаете, вот когда я объясняю мигрантам, некоторые понимают, некоторые недоумевают, некоторые другие, они вообще разочаруются, уходят, говорят, что да, мы думали, что он другой человек, оказывается, он уже настолько интегрировался, что забыл свои корни. Это действительно у нас это любят говорить. Знаете, вот вы ведете деятельность, вы говорите довольно-таки правильные вещи, действительно, что мы имеем такие проблемы, когда Европа, сколько таджиков я не встречал, чаще всего они так называемых живут в параллельных обществах, да, там у них все свое, там никогда не соприкасаются с местными, только минимум там с джоб-центрами или какими-то этими, и не интегрируются и живут как бы так. Но я обратил на одну интересную деталь, что наши таджики в Германии, в частности, они кстати, слово о самоидентификации, да, мы
кучкуемся вокруг СНГшников. То есть я не встретил ни одного, по крайней мере, таджика, да, который был бы, ну, так или иначе интегрирован там к арабам, там, к афганцам, кому-то. Мы к русскоязычным, казахам нашим, узбекам, украинцам, русским, вот с ними как бы живем и более чувствуем себя комфортно с ними. Вы разделяете такие... Не всегда, еще раз, нет. Я понимаю тебя. Для меня тоже, когда вот я встречаюсь там в поезде или где-нибудь там русскоговорящий, там, неважно, украинец, там, русский, белорус, там, молдаванин, Центральная Азия, да, они ближе, мне кажется, ну, что-то есть, близость Да, есть, вот по ощущается, сравнению что... с другими. Но надо иметь в виду также, что, например, многие наши мигранты, они как бы ближе опять к туркам, к арабам, к афганцам, к иранцам по различным причинам. Кто-то, например, персидский язык, он послушал персидскую речь, все, это уже близкий человек. Или лексикон религиозный, там, почувствовал, что человек использует больше религиозные слова. Там, например, Альхамдулиллах, Субханаллах, Машаллах, если человек, он такого же, скажем, образа жизни, ему ближе, даже ближе, чем русскоговорящий украинец, молдаван или казах. Значит, Так что да, все зависит от конкретного человека, от конкретной ситуации, но в целом, да. В целом мы собираемся вокруг тех людей, тех мест, где нам язык понятный, там, религия ближе, культура и так далее. И я считаю, что это вполне нормально. Кстати, когда я во время Советского Союза я поехал в Йемен по квоте Советского Союза, тогда университета, и в Йемене, ну там арабское общество, и вдруг я как-то вот на улице слушаю вот русская речь. Я подхожу, я таджик, мусульманин из Таджикистана, а оказался человек, там, не знаю, то ли врач, то ли медбрат из Прибалтики, там, литовец, латвиец, не помню сейчас, но просто из-за того, что он говорит на русском, и этот человек, хотя Йемен мусульманская страна, я мусульманин, но этот человек, я почувствовал, что что-то вот очень близкое мне, и мы начали разговаривать, там, обменивались адресами и так далее, но потом так и больше не встретились. То есть я считаю, что это нормально. И я недавно в одной поездке, кстати, за пределами Европы, вдруг встретил одного немца. Ну, так мы встретились как-то. Этот немец мне оказался как вот, да, из Германии, я тоже там живу, хотя я не гражданин Германии, но я живу в Германии. Все. Вы уже цепляете общность, да, уже с немцами. Это действительно очень поразительно. Так что, еще раз, я считаю, что это вполне нормально. Да, мы в эпоху глобализма живем, где все равно так или иначе мы вот в этом котле все вместе и варимся, и соединяемся с одними, с другими. Вы совершенно правы, Хаджан. Знаете, вот просматривая вот деятельность наших замечательных оппозиционеров в изгнании, мы одно заметили про эти междуусобные конфликты. Это вот, не знаю, наверное, это наша вот порок нашего народа, когда мы постоянно любим грызть друг друга. Это я хочу сказать, потому что мы смотрим через призму, знаете, поколенческого разрыва, да, либо через призму конфликта отцов и детей, да, вот смотрим, что у вас постоянно там склоки, одни возмущаются действиями других, одни критикуют других. Это реально так происходит? У вас есть хоть какой-то просвет в том, чтобы вы как-нибудь когда-нибудь сказали: так, ребят, давайте мы перестаем там ругаться, давайте попробуем что-то найти общее и вместе двигаться. При этом все понимают, что рахмунизм – это чистое, концентрированное, институциональное зло. И понимая это, все равно внутренние склоки. В чем причина этого? Как вы это видите, Хаджан? Я отвечу еще раз, но мне тоже очень интересно будет узнать твое мнение, как вообще, какая твоя оценка и ваше поколение, как видит все это. Я считаю, что это не болезнь только нашей таджикской оппозиции. Посмотрите, что происходит между русской... Нет, да, фильм Максима Каца вообще мощь. Лагеря, да, в России. Да. Я наблюдаю за
турецкую, за иранскую оппозицию, за афганскую оппозицию. Вот таджики, наши братья-таджики, что говорят против Ахмада Масуда или его сторонники против других оппозиционеров. То есть это, к сожалению, не чисто таджикская болезнь, это как бы присутствует везде. Но в чем причина? Я не собираюсь сейчас кого-то критиковать. Я считаю, что причина в том, что мы еще не научились работать совместно. Мы слишком большие амбиции у каждого. Слишком большие амбиции. И знаете, вот идет борьба не против диктатуры, не против, как ты сказал, рахмонизма, этого зла. Концентрированного, институционального, да. Чтобы определить, кто здесь главный. Вот кто главный оппозиционер. Пусть Рахмон там будет еще 100 лет терроризировать таджикский народ, но главное, чтобы меня здесь считали главным оппозиционером. Знаете, вот что я здесь важный, я здесь самый крутой, я пришел сюда первым, я начал там, или кто-то говорит, что нет, я самый молодой, кто-то говорит, я самый старший, кто-то говорит, я не знаю, сам... Ну, это из басни Крылова «Щука, лебедь и рак», да, каждый там тянет... Поэтому, вы знаете, вот, когда вот говорят, ребята, давайте хорошо, у нас у каждого своя программа, свои взгляды, свое мировоззрение. Мы не можем... Хорошо, пусть у каждого будет своя партия, своя... Не обязательно, чтобы мы объединились под одной крышей, под одной партией, не обязательно. Но за одним столом можем ли мы сидеть или нет? Вот просто сидеть, обсудить, чего мы хотим в Таджикистане, какой будет будущий Таджикистан, какой Таджикистан хотим мы видим. Просто посидеть, обсудить, там узнать мнение друг друга. Может, где-то мы скажем, хорошо, вот мнение исламской партии нам не нравится, потому что где-то вот там проблема. Наша партия скажет, что вот не нравится мнение другой партии, потому что там у вас недоработан этот момент. Когда мы не можем просто обсудить эти вопросы за одним столом, это такой огромный месседж таджикскому народу, что если эти люди приходят к власти, они убьют друг друга. Если они даже в миграции не могут просто сидеть обсудить, совершенно верно. Они получат власть, тут они получат и зиндани, и тюрем, и оружие, и деньги, и все, и полномочия. Что они будут делать друг с другом? Акуджон, именно что вот самые популярные комментарии там под видео с вами там и либо с другими видными оппозиционерами, что часто пишут, что Хагар Хамино, Кудрат Надора, ну вот то, как вы сказали, уже там что-то там делают, да, ругаются между собой, Агар Кино Кудрат убьен, там все будет очень даже печально. Это вы правы. И знаете, вы спросили меня, я во многом разделяю то, что вы сказали о том, что нам тяжело общаться, и привели пример российскую оппозицию, но разница между нашими оппозиционерами и российской, что в российской хотя бы немножко там есть диалог, там есть какой-то люди общаются и стараются друг для друга донести, и не скатываются в какие-то сплетни, там, не скатываются в какие-то взаимные обвинения, какие-то дешевые обвинения. Один из ярких примеров, мы группа атеистов, мы не верим ни в каких богов и прочее, и вот наши же люди, которые разделяют наши мысли о рахмонизме, который, я повторюсь, концентрированное зло, они нам говорят, это кофир, вы кофиры, короче, вы хуже там Рахмона, вас надо убить и так далее. Вот это бывает даже люди, которые вроде как, на первый взгляд, адекватные люди такое могут говорить. В частности, случилось, вы наверное, знаете, вот как связь, вы же имеете связь с Азда ТВ, да? Да, знаем, ребята. Вы же знаете Сашу Печенька, например, да, тоже безбожника. Вот как вообще вот произошло вот этот пример, когда его берут, и потом хайвай поднимается о том, что он кофир и прочее 5-10, и с ним расстаются. Это ваше было решение это сделать в результате вот этого шума? Либо это кто-то иной принял такое решение, что из-за взглядов человека его стоит там отринуть от себя? Знаешь, еще раз, я вот впервые узнал здесь от тебя, что
его как бы выдворили или там изгнали из работы по какой-то причине. Я не в курсе, кто его принял на работу, потому что никто со мной эти вопросы не обсуждает. АЗДА это независимая команда, независимый проект. На самом деле это независимый проект. Хотя там работают ребята, которые очень близки мне, и члены моей семьи, и, скажем так, члены нашей партии, и альянса и так далее. Но абсолютно, я могу это гарантировать, у них независимая политика, независимая редакционная работа. политика независимая. И даже я не в курсе, кто его принял, да и хорошо, что я не в курсе, и кто его изгнал, и почему его изгнал. Ну, а если, вот теперь вы, если знаете, как вы оцениваете вообще вот то, что это произошло? Если его, скажем так, изгнали, там, освободили от работы только по той причине, что он атеист, это очень плохо. Это очень плохо, потому что, ну и что атеист? Атеист в Европе сейчас где-то 30% или 35% сейчас, ну, везде по-разному, проценты атеисты, ну и что? То есть для вас нет никаких проблем там контактировать, взаимодействовать с людьми разных взглядов, в том числе и атеистами, которые могут свободно там свои критические замечания говорить про ислам, например. Ты сказал, что ты атеист. Да, мы группа атеистов даже. Я же с тобой общаюсь. Да, разумеется, конечно. Ну, тут я знаю немало атеистов. В Таджикистане Комил Бекзода, устод философ, он сказал, что я атеист. Я его приглашал и в партию, и мы круглые столы организовал, он выступал у нас, критиковал нас. То есть для меня это нормально. Почему для меня это нормально? Потому что имам Азам Абу Ханифа, рахматуллах алей, он в свое время встречался, дискутировал разные вопросы с атеистами. Кстати, я сейчас не помню, кто был халифом тогда. Это, по-моему, один из последних халифов Омейядов или Аббасидов, сейчас не помню. Боюсь ошибиться. Ничего страшного. Те, кто могут, сейчас есть искусственный интеллект, GPT, могут найти. Да, могут там проверить, сказать, кто был халифом тогда. Он организовал дискуссию, дебаты между имамом Абу Ханифа и тогдашними атеистами. То есть настолько исламское общество тогда было толерантное, что атеисты не только могли существовать, но они могли высказаться. И эмир, скажем, тогдашний Рахмон, организовал дебаты между имамом Абу Ханифа и атеистами, и он сам присутствовал. Ну, а по итогу дебатов никому голову не отрезали, этого мы не знаем. Нет, тоже. Конечно. Но нет. этого мы точно не знаем. Нет, я знаю, что они разошлись потом, но источники говорят, что имам Абу Ханифа победил, выиграл эти дебаты, но источники говорят, мы же не присутствовали, не знаем, конечно. Что там было на самом деле. А вся наша история, исламская история, она, конечно, всегда выдается в позитивном ключе, это понятно. Именно, что просто не могу понять, если тогда было настолько толерантное общество, и не может быть, что мы сейчас настолько деградировали с того момента, да, что таджики настолько стали такими, что нетерпимыми, что за одно критическое замечание готовы порезать, разрезать и там все известные проклятия наслать. Это действительно проблемы. Шерот, ты думаешь, что наши светские ребята, они более толерантны, чем религиозные наши? Я считаю, что намного толерантнее, потому что вот, например, мы никого, допустим, за взгляды, за их критические замечания о нас, о наших взглядах, о тех, кого мы уважаем, там, ну, условно, да, Чарльз Дарвина, там, Ричард Докинза, там, Сэма Харриса, там, известных там популяризаторов науки и атеизма, кто-то что от них говорит о их книге. Я говорю, читайте их книги, пожалуйста, придите, подискутируем о их книгах, если вы способны, конечно, читать. Но наши оппоненты, которые представляют себя... Шерот, давайте будем честными. Да. Твою толерантность, мою толерантность, это не означает, что, скажем, если я толерантно отношусь к атеистам, к светским людям, то все исламском религиозно думающие люди такие же толерантны, как я. Или ты толерантный человек, то это не означает, что все атеисты такие. Давайте скажем так. Да, светская часть нашего общества более образована, потому что советская система образования и 30 лет независимости, она способствовала этому.
И по этой лестнице, скажем так, социальной лестнице, поднимались в основном те, которые имели светских взглядов. Ну, это понятно. То же самое, когда, скажем, наверное, сейчас в Афганистане по этой же лестнице поднимаются, кто имеет отрицательный отбор, только религиозные взгляды, да. И, естественно, кто более образован, он более толерантный. Я здесь не вижу вины того безграмотного молодого человека, который только закончил 8 класс или там 10 класс и попал в миграцию, там работает в лесу или там где-нибудь. Он слушает круглосуточно какие-то проповеди. Хоть мерзошки всякие. Ну, неважно сейчас кого, неважно кого. Слушает проповеди и вокруг видит только несчастье, бесправие, которое исходит из светского общества, из светского милиционера, там ФСБшника или таджикского милиционера. Да. Все они ходят в галстуках, это представитель светский образ жизни. И ты думаешь, что этот молодой человек должен быть более толерантным к светскому образу жизни, чем светский человек по отношению к религии? Конечно, нет. Я думаю, что тут не надо обвинять ни светскость, ни религиозность в том, что именно, вот, скажем, светский образ жизни более толерантный, чем исламская. Я могу привести десятки фактов из истории, из современной жизни, что это не так. Все зависит от конкретной ситуации. Ну, однако вы главную мысль сказали о том, что такую ярко, действительно попавшее мне в душу, что чем более образован человек, тем более он толерантен. Вот этим можно вот заключить вопрос, да, того, что кто больше нетерпим. Хотите, если человек хочет что-то понять в жизни, он больше будет учиться, читать книжки и поймет, что мир разнообразен, и не надо за какие-то взгляды кого-то там ущемлять и пытаться все кары Господни либо насылать. Да, вы... Еще раз, тут один важный момент, на мой взгляд, я извиняюсь. Да. Чем больше образован человек, тем больше он не только толерантный, он может лучше выдавать себя за толерантного человека. Может он и играть менее роль эмоциональный. Тоже, да? На самом деле, когда читаешь некоторые комментарии, некоторые взгляды, человек вроде бы старается избегать каких-то резких выпадов, резких оскорблений, но он делает это так искусственно, так высказывает, что тут уже чувствуется, что вот здесь ненависть, а необразованный человек, он более примитивный. Он взял и вырубил, сказал все, что думает. А мы скажем, что вот это они хотят нас убить, они нетолерантны, мусульмане. Нет, он просто прямой, примитивный, необразованный человек. Но он более искренний. И более искренний, чем этот образованный, я извиняюсь, негодяй, который он издевается, оскорбляет чувства религиозных людей, но при этом да еще смеется над всеми и обвиняет всех в отсутствии толерантности. Так совершенно что, верно. Это был камень в мой огород, да, типа? Да, был камень в мой огород, действительно, что я иногда позволяю себе очень резкие высказывания. Да, я, наверное, меньше скрываю это, могу позволить себе резкие высказывания о религии, потому что я все-таки таджик, я все-таки вот поколение, вот как вы однажды сказали, я кадр Рахмона, я родился при нем, можно сказать, я в его же школу ходил, в его же мечеть ходил, да, вот вы недавно об этом говорили, что вот ребята из Крокуса, так или иначе, это кадры Рахмона. Да, по большей части так, поэтому я не исключение, я также часть этого общества. Разумеется, Акаджон, с этим разобрались, Акаджон. Но вот вы часто катаетесь по Европе, и вот хочется вас спросить, какая из стран вам больше всего нравится, и что самое ценное о Европе вы хотели бы вот сказать нашим соотечественникам, которые в России? Почему я это спрашиваю? Потому что в нашей даже среде, в нашей компании происходит дискуссия, где лучше, в России или в Европе? И вот эта дискуссия бесконечная. Что вы о Европе ценное могли бы сказать нашим соотечественникам из вашего опыта жизни? В Европе я ценю прежде всего свободу. Больше, да, тут лучше социальная жизнь, социальная поддержка, и зарплата побольше, и все чисто, все в порядке. Но мне больше нравится именно свобода, потому что порядок, комфорт, там, хорошую жизнь можно
можно организовать везде. Мгм. И в Африке, если есть, скажем, деньги, если есть возможность, можно Мгм. создать себе уют где угодно. Но там же нет свободы. Кстати, Широт, Да. когда меня спрашивали во время интервью, когда я брали интервью как мигранта, и после всех процедурных вопросов дама, она просто сказала, что это не для протокола, просто мне говорит, интересно. Вот вы лидер религиозной партии, исламской партии. Мгм. Почему вы приехали в Европу? Не в Саудовскую Аравию, не в Иран, не в Актуальный Пакистан, вопрос. да, не в Турцию там. И почему именно в Европу? Мгм. Я сказал, что если бы я был в поиске, скажем, места, где я мог бы свободно молиться, Мгм. просто молиться, я бы, конечно, поехал бы сразу же в Мекку. И Мгм. потому что один ракат намаз в Мекку, оно как бы имеет вес больше, чем несколько тысяч иногда и сот ракатов намаза. Я бы там поехал в Саудовскую Аравию или на худой конец там Пакистан, Турцию или в какое-нибудь персианское государство, как Иран и так далее. Но я же сейчас в поисках свободы, а Мгм. свободы там нет. Мгм. Значит, Я потребность человека не только просто потому, что молиться, ему нужно еще и какая-то еще иначе, еще Конечно, тут конечно. не только молиться, там есть, там одеваться, но и свобода. Но это зависит от того, человек чего выбирает, Мгм. чего ищет. Совершенно Я верно. сказал, что в Европе я вообще по своей натуре люблю свободу. И если Европа дает мне свободу и безопасность, я тут могу и молиться, и работать, и высказаться, и так далее. То есть все остальное организую я сам. Мгм. И поэтому я сюда приехал в поисках свободы, а не в Прелесть. поисках религии, в поисках там работы, там Мгм. комфортной жизни и так далее. То есть И свобода — это главная ценность, которая есть действительно, которая нам необходима по да, жизни. конечно, поэтому кто-то сказал, не помню сейчас, Франклин или кто-то из американских президентов, что нация, которая между свободой и безопасностью выбирает безопасность, в конечном итоге потеряет обоих. Да, я иную формулировку этого читал, что нация, которая выбирает между хлебом и свободой, да, это самое, то в итоге лишается и свободы, и хлеба, и всего. Верно, вы действительно, ваши мысли, они цепляющие душу, но вот в хронологии всего, что произошло у нас, у вас там в целом в нашей стране, и одно остается действительно для меня лично загадкой. Вот ваше того, как вы покинули, Таджикистан, вы не раз в нескольких интервью говорили о том, что вас пригласил наш этот замечательный Ятимов, да, тоже кровопийца, людоед еще тот, вас позвал и вам прямо угрожал, что, чел, либо ты ликвидируешь свою партию, либо у тебя будут проблемы. После чего вы говорите, что да, я после разговора, я ему объяснил, вы говорите, что вы объясняли ему, что это будет против интересов нации, вы идете против вообще народа. Это действительно ужасно отвратительно. Но оттуда вы выходите, вы выезжаете в Европу, в свободу, а огромное количество ваших однопартийцев остаются. Как они вас не послушали, либо как получилось, что они остались, а вы выехали? Вот это для меня лично это такой большой вопрос, которого я, к сожалению, не нашел ответа пока что, пока блуждал по сети. Да, вопрос очень сложный. Ну, получилось так, что я выехал в марте 2015 года, сразу же после выборов. Кстати, я собирался вернуться в страну. И я, находясь в Турции, читаю в Ховар, агентство Ховар, что Генеральная прокуратура завела уголовное дело против меня. Якобы я неправильно продал свое имущество в конце 90-х годов, в 99-м году. Это речь о больнице. Да, о больнице, да. И я купил у государства, приватизировал, потом продал. То есть все законно. Если бы что-то там было незаконно, они бы не оформили его. И, то есть, открыли уголовное дело. У меня выбор сложный. Возвращаться как зайца иду
сидеть в тюрьму на всю жизнь, или остаться в свободе и получить дозу критики в свой адрес, что вот почему ты покинул страну, оставил своих однопартийцев, там, родственников и так далее. Я при этом совещался с однопартийцами, с руководством партии, что как быть. А, кстати, вот Генпрокуратура, они объявили об этом, где-то неделю оставили эту информацию, эту новость в сайте. Потом в начале апреля 2015 года эта информация исчезла. То есть они делали вид, что нет такого уголовного дела. Хотя Ховар и сайт Генпрокуратуры они опубликовали, они поняли, что таким образом они отпугнули меня, то есть я не стану возвращаться. И потом сказали, что нет никакого уголовного дела, это как-то, так получилось. Но руководство партии мы совещались, сказали, что нет, лучше остаться там, не рисковать. И я остался за рубежом, руководил партией оттуда до сентября, когда случился вот это так называемый переворот, попытка переворота, и закрыли партию, арестовали всех. Что было до этого? Кстати, я предлагал, между мартом 2015 года до августа месяца я пригласил почти всю руководство партии в Стамбул. По крайней мере, нет, сейчас не всю. Скажем, Сайдумар Хусайни, мой первый заместитель, много членов политсовета. Да, Махмад Али Хаи и другие оставались там. Я пригласил их на совещание, сказал, что вот такая ситуация. Мне кажется, что партию закроют. Все знали, что партию закроют. Кстати, Министерство юстиции тоже отправили нам уведомление о том, что мы до 5 сентября должны объявить о самороспуске. Иначе они сами закроют. Вы можете просто прогуглить и посмотреть. Сейчас новое, сейчас GPT. Google это GPT, уже, да, уже старый. Мы другое поколение, так что, да. И мы все знали, что партию закроют. Но вопрос был очень такой, чисто этический. Мы сами должны распускать партию, или пусть власть закроет, но мы на этот шаг не пойдем. И большинство, в том числе включая меня, мы сказали, что пусть нас закроют, чем мы объявим о самороспуске. Ага, то есть получается... И не знаем, это было правильное решение, неправильное решение, можно долго дискутировать, но да, были там голоса, кстати, малочисленные голоса, что сказали, что нам лучше объявить о самороспуске и просто разойтись, потом подумать, чем мы будем заниматься. Но большинство сказали, что самороспуск, это означает, что мы предали своих отцов-основателей партии, мы предали тех людей, которые боролись за идею. Многие мученики, они ушли из жизни. То есть тут многое сделано. И просто одна группа взяла, распустила партию. Только из-за того, что испугалась давления властей. То есть я цитирую вас, вы говорите, что этот людоед, простите, я использую такие выражения, потому что я независимая личность и могу иногда себе позволить, простите, пожалуйста. Вот Ятимов вам прямо говорит, что вазиятот он важный мешает, вам будет плохо. То есть вы передаете эти слова вашим однопартийцам, и они все равно сознательно остаются. Это то, что с ними произошло, получается, это результат их личного выбора. Да, тут давайте вот Широз, две вещи. Во-первых, мой разговор с Ятимовым, да, он об этом сказал, что решение принято. Я как бы старался объяснить ему, как лидер партии, министру КГБ, потом не получился, я ему начал объяснить, как два политолога. Все-таки я кандидат политических наук, он доктор, сейчас, по-моему, академик или там... Не знаю. Я его книгу читал, это не он сам писал. Какой-то, да. Я хотел ему объяснить, что это плохо для страны. Он сказал, что Мухиддин. Решение принято, все. То есть я занимаюсь реализацией этой принятой решения. Это Рахмон принимает такое решение? Ну, он, судя по тому, что он сказал, он просто хотел снять с себя ответственности, возложить все это на Рахмон. И но я не обвиняю его, Шерзод. Я считаю, что он прав.
Но кто подготовил Рахмона, кто дал ему информацию, кто дал ведь от министра КГБ, от других министров очень многое зависит. Был бы, скажем, Сайдамир Зухуров министром КГБ, или после него Хайреддин Саидович Абдрахимов, по-моему, фамилия, поскольку у них было абсолютно другое мышление, чисто национальное мышление, национальное государство, все должны жить вместе, все имеют право жить в одной стране. Этого не было бы. Ятимов, он, скажем, представитель воинствующего атеизма. Я извиняюсь, ты тоже атеист? Но мы не воинствующие, мы мирные. Вот вы, судя по взглядам, вы не воинствующий атеизм, он представитель того необольшевизма. Он коммунист, такой вот махровый коммунист, совковый. Да, такой, он даже мне сказал, что, знаешь, вот я внук человека, которого Советский Союз и большевики да. Одам Карантипа, из да, я помню. Ничего из никто превратили в раисе Джамоат. Так Рахмона же тоже из колхозника да, сделали президентом, ну русский тоже. Вот есть был такой фильм, никто стал, не помню сейчас название, те, которые были никто или ничем, они стали все. То есть, да, и вот, ну, советская власть вообще в целом, мы, кстати, вернемся про наследие Советского Союза в нашей стране, что они в основном интеллигенцию уничтожили и черни вывели наверх. Вот именно. Это действительно вот так и случилось. Он гордился этому, что вот я представитель этих людей, этого слоя. И это одно. И второе, наша партия, мои братья по партии, по взгляду, они шли на это сознательно. Хотим того или нет, Шерзод, это мужество. Да. Вот люди, они сказали, что мы знаем, что нас закроют. И они сказали, что ну пусть этот грех, пусть это черное пятно ложится на кого угодно, только не на нас. Перед историей мы должны быть чистым, что мы до конца стояли. То есть они сознательно выбрали не свободу, чтобы быть верным своим идеалам, получается. Своим идеалам. И сказать, что нет, мы не боимся, не испугались. И до последнего момента, когда после того, как случилось 4 сентября, наших арестовали 15 на 16 сентября, то есть почти 2 недели, я умолял, я сказал, что ребята, покидайте Таджикистан кто как может. Мы можем вести борьбу из-за рубежа, можем потом возвращаться, когда... Но сейчас вот я получаю информацию, мои друзья, мои коллеги по парламенту, мои коллеги, кто работал в силовых структурах, они говорят, что, пожалуйста, вот ваша семья здесь. Мои дети, кстати, еще были в Душанбе. Я не всю семью успел забрать до этих событий. И там родственники, однопартийцы, я просил всех, давайте, потом мы можем возвращаться, обсудить. Ну, если, не дай бог, что-то случится, будет очень поздно. Многие сопротивлялись, сказали, что а в чем моя вина, почему я должен покидать страну? Если я сейчас покидаю страну, скажут, что вот человек был виноватым, он почувствовал чего-то, а если бы он был невиновным, он бы остался в стране. Вот это чувство без... Чтобы не быть осужденным, получается, больше. Да, от чувства невиновности, их обмануло многих наших ребят, но они показали стойкость. Кстати, вот я потом, когда к нам попала аудиозапись выступления моих коллег, Махмадали Хаита, Абдукора Даулата, Сайфулоза и других, это герои. Мы не должны искать наших героев где-то в историю, где-то в каких-то книгах и фильмах. Наши герои, Шерзод, сейчас в тюрьме. Сейчас не только вот Махмадали Хаид и другие мои коллеги, Саид Умар Хусайни, вот Суроб Зафар. Вот то, что он сказал. Вот его слова, это ребята, они герои. Поэтому, да, несмотря на все недостатки, мы можем критиковать друг друга, и нас можете критиковать. Но я считаю, что мои коллеги, я это просто горжусь, что они герои. Да, они, если бы вышли, кто-то опоздал на какие-то часы. Представьте себе, что кто-то успел сесть на первый рейс, он на свободе. А кто взял билет на последний рейс в тот же день,
их задержали. Мгм. То есть, проще говоря, чтобы просто для нас было прояснить, вы встречаетесь с Ятимовым, он вам все это говорит, вы от него выходите, передаете однопартийцам, выезжаете в Турцию, и когда вы хотите вернуться, якобы в отношении вас, ну, выходит информация, что возбудили дело и так далее, и вы уже обоснованно опасаясь, не возвращаетесь и просите ваших однопартийцев покинуть, но те, которые сознательно не покинули, либо не успели, это уже получилось как получилось, и они сейчас на длительные срока посажены в тюрьму, получается. Да, к сожалению, так оно и есть. Кстати, вот когда мы обсуждали этот вопрос, опять осознанно, мне возвращаться в страну или нет, Мгм, мы поставили на голосование, мгм, Политсовет партии принял решение о том, чтобы я должен оставаться за рубежом с каким-то минимальным перевесом. То есть даже были ребята, в том числе я сам мгм. голосовал за то, чтобы я возвращался, и если там арестуют, чтобы арестовали всех, если ничего не будет, то есть мы должны быть вместе. Но большинство сказали, что это очень опасно, Мгм. потому что был печальный опыт других политических партий. Не стало Сафарали Кенджаева, лидера Мгм. социалистической партии. Все, партия исчезла. А была очень мощная, такая Мгм. активная партия. Не стало Махмадруди Скандарова, во что превратилась демократическая партия. То есть, Не получается, стало, наши партии, они связаны исключительно с их лидерами, это личностью к их лидеров? сожалению, получается, что это так. Это плохо, но это наша реальность. Мгм, мгм. Не стало Зайда Саидова, его партия «Новый Таджикистан» Но еще, исчезла. да, Просто он только сформировал ее, хотел поэтому тогда, да. сказали, что вот это наша реальность. Вы на свободе, партия еще будет действовать. Вы Мгм, лидер в тюрьме, все, партии уже нет. мгм. И Поэтому были весомые как аргументы для того, чтобы я остался. Но сейчас меня могут критиковать, ругать, что я остался за рубежом, не возвращался. Но я скажу, что надо вот относиться к этой критике очень спокойно, мгм. но это не повод для того, чтобы повторять ошибки других ребят, Зайда Саидова и других, которые просто Мгм. возвращались, Просто вернулись. да, Ага, вернулись, хотели доказать, что они невиновны. Но в Таджикистане чего докажешь? разумеется, Таджикистан, простите, Гоусавор, говорю, Гоусуди Таджикистан, ничего доказать нельзя, конечно. А только тут еще один момент есть, что есть некие утверждения. Снова не хочу вдаваться в сплетни, в слухи, просто скажите, насколько это имеет место быть. Есть утверждение о том, что вы перед тем, как выехать, ну, вы уже свои активы то ли продали, то ли каким-то образом их смогли определенные активы также вывести вот в первом своем отъезде оттуда. Насколько это утверждение живое и настоящее? Нет, это неправильно. Да, у меня был небольшой актив за рубежом, но до этих событий Мгм, еще мгм, давно, то есть когда я еще занимался бизнесом, до того, как стать политическим лидером. мгм, 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 А что касается моих активов, которые были в Таджикистане, я успел продать небольшую часть, где-то, мгм, наверное, 5-10% максимум, мгм, в 2014 году для того, чтобы финансировать предвыборную мгм, кампанию, мгм, 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 парламентскую кампанию. Там это стоило больших денег, и у партии были финансовые мгм, мгм, трудности, мгм. и я продал часть своих активов. И все. А вот судя по тому, опять по информации пресс-релизу Генпрокуратуры в 2016 году, какую сумму, какое имущество у меня арестовали, это говорит о том, что они конфисковали основную часть моего Да, имущества. мы делали ролик про это оппозиция, которую мы заслужили. Простите, возможно, какие-то там неточности по цифрам были, но примерно все, что мы выяснили, смогли выяснить. Действительно, эти люди, если по идейным причинам, как вот, в принципе, как Навальный, да, тоже пришел за свои идеи и в итоге скончался, эти люди, действительно, таджикская тюрьма — это ад настоящий. Если русская тюрьма, где я год пробыл, это был кромешный ад, таджикская еще хуже, да, и они пребывают в очень плачевном и ужасающем положении. Но вот восход вашей партии, да, он больше пришелся благодаря вашей всей организации исламской из-за гражданской войны. И я делал первый мой ролик на моем канале был про гражданскую войну, где я потратил... Я снова прошу прощения за качество видео, это было мое первое, и мы его переснимем и сделаем гораздо лучше. Что мы там много интересного выясняли,
И было интересно у вас узнать, как вот хронологически, вот коротко, как это все происходило. Потому что для нас, снова же, для поколения Рахмона, вы же сами знаете, нашу память размывали. Мы никогда, вот столько лет проживая в Таджикистане, я про гражданскую войну толком-то и не знал. Там рассказывают вот эти пафосные речи о том, что ой, мы там пережили там то-то, 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 пятое, десятое, да, война была и так далее. Но деталей никто не сообщает. Детали приходится там из каких-то левых источников набирать и хоть какую-то картину себе вообразить. Вот начать хотел с кровавого февраля, разгона, когда из-за армянских беженцев случилась вот эта история. Вы тогда, вы в одном интервью даже фотографию вашу видел, вы молодой, красивый, еще с Заидом Саидовым рядом сидите, да, там вы уже были активным молодым человеком. Скажите, вот слух о том, что армянам раздают квартиры, не исламисты разве через мечети распространяли? Нет, абсолютно. Это клевета или дезинформация, это неправильная информация. Вообще, Шерзад, исламская партия, она подключилась к этому процессу самым последним. То есть, как граждане, да. Я, например, был во всех этих митингах. Но не потому, что кто-то в партии мне это сказал, потому что я был студентом, молодым человеком, а я встречался с Бозор Собиром, Лоик Шерали, там, Устод Абнаби Саторзо, да, Рахим Мусульманион, то есть Ибрагим Усманов. Это были как бы свет нашей интеллигенции. И они, то есть я участвовал в этих митингах, но хотя там вообще не было вот представителей исламской партии. Представители исламской партии, они подключились после того, как общество разделилось на две части. И уже были параллельные митинги. И только после долгого обсуждения, я помню, Устод Мухаммад Шариф Химадзода, тогдашний лидер партии, был против вообще. Он был против. Но большинство членов руководства партии, они голосовали за участие. Почему? Потому что лидеры других светских организаций, которые организовали эти протесты, они поставили исламскую партию, нашу партию, перед очень сложным выбором. Сказали, что если вы сторонники национальной независимости, государственной независимости, демократии, свободы и так далее, вы должны нас поддержать. Вы должны присутствовать. А некоторые были против, сказали, что те акции, те мероприятия, которые мы не организуем, мы не должны участвовать. То есть мы там будем как бы массовкой заниматься, мы масса просто. А потом не знаем, куда это поведет, кто управляет этими процессами. Но поскольку там были, например, Давлат Усмон, заместитель председателя партии, которые имели хорошие контакты с лидером Демпартии, Ростохе и так далее, они сказали, что если мы не будем присоединиться, нас могут обвинить в том, что мы просто конформисты, мы оппортунисты, мы не сторонники народа, независимости и так далее, поэтому мы должны присутствовать. Но когда исламская партия присоединилась к протестам, к митингам... На Майдане Шахидом. Да, Майдане Шахидом. Но в силу того, что большинство, скажем, на площади были сторонники нашей партии, а когда руководство приняло решение, они призывали десятки тысяч своих сторонников приехать в Душанбе, заполнять площади. А на фоне этой массы, несколько десяток тысяч, одна маленькая группа интеллигенции, скажем, лидеры Ростохеза, Демпартии, они как бы оказались на стороне. И потихонечку, со временем, когда митинги продолжались уже не сутками, а неделями, там, не знаю, где-то около 2 месяцев. Да, у вас там палатки поставили. Да, аудитория, публика хотела на сцене увидеть своих лидеров. Лидеров, которым верят, то есть представители исламской партии. Но они ждут этого, что скажет Устод Нури, Устод Имазода, Тураджонзода или другие религиозные лидеры. И постепенно как так получилось, что инициатива перешла из рук организаторов митингов в рук лидеров исламской партии, потому что вы большинством поглотили их. В этом была необходимость.
и интеллигенция, светская часть оппозиции пригласила исламскую партию, при этом они не рассчитывали свои силы и возможности. Если они приглашают, то не только для того, чтобы создать массовку. Нет, это люди с амбициями. Люди, они, раз мы присутствуем, то у нас должно быть часть этой публики. Так получилось, что после этого и тогдашняя Россия, и, скажем, противники Шахидон, они использовали этот фактор религии, и фактор присутствия представителей исламской партии, что вот раз они есть на площади, то они собираются построить исламское общество, исламское государство и так далее. Ага. Да, там допущены какие-то ошибки, но в основном идеологи, лидеры этих протестов, они изначально не были представители исламской партии. Сейчас можно легко сказать, что исламская партия организовала эти протесты. Но получается так. Получается, что якобы митинги, беспорядки организовала исламская партия, а вот лозунги за независимость, там, идентичность, все это принадлежит другой части оппозиции. Нет, ребята, это не так. Исламская партия была, я лично был и во всех митингах, которые за того, чтобы дать официальный статус, государственный статус таджикскому языку, персидскому языку. Мы все присутствовали, но митинги были организованы абсолютно другими людьми. То есть это мы речь уже после уже второе, что называется, митинга. Но а если вот вернуться к кровавому февралю из-за армянских беженцев, получается, а кто, на ваш взгляд, вообще вот эти слухи распространял, что привело к такому озлоблению и остервенению общества и к таким последствиям? Чья это была рука? Как? Я не могу сказать, но, скорее всего, мне кажется, что, учитывая того, что у КГБ еще с советских времен был огромный опыт для провокации, создания провокационных ситуаций, я не исключаю, но слухи, они распространяются очень быстро, неважно, кто его распространяет, но, знаете, с учетом того, что я не исключаю того, что даже представители руководства исламской партии, они вообще не имели информации, что происходит в Армении, в Азербайджане после землетрясений, и какую квоту выделяют для армян в Душанбе, я имею в виду жилья и так далее. То есть, если даже кто-то преднамеренно распространяет эти слухи, то не исламская партия, не представитель духовенства. Но при этом мы знаем, что в советское время все духовники, лидеры и всяких религиозных организаций, партий, и священники, и мулы и так далее были под жестким колпаком КГБ при этом. Да, абсолютно. А Саид Абдуллой Нури, можно сказать, что он тоже в каком-то роде покойный Саид Абдуллой Нури, тоже в каком-то роде был частью вот этой системы? Нет, если бы он был частью этой системы, то его бы не осуждали, он не попал бы в тюрьму. Но он попал и быстро освободился, да? Он всего полсрока отсидел. Его наркотики подкинули. Советский Союз, несмотря на все свои... Был же фильм «Самый гуманный суд». Да, наш суд самый гуманный. Но как бы мы ни шутили, но действительно максимальный срок там, по-моему, был 15 или 20 лет. За такие обвинения там максимум был 3 года, там 4 года. И 10-15 лет это за убийство. Так что он сидел, по-моему, ему дали 43 года, он сидел 1,5 года, попал под амнистию, потому что в Советском Союзе это было в порядке вещей. То есть это посадить и потом амнистировать, типа вот мы тебе хорошо сделали, так? Либо, да, если человек ведет себя в тюрьме подобающим образом, он не нарушает какие-то нормы и ничего такого. Я, кстати, служил во внутренние войска, тоже год. Краснопогонники. Да, краснопогонник. Каетесь? Зеков и так далее. Так что там были ребята, которые были осуждены на большие сроки, ну, попали под амнистию, ничего страшного. А если чуть-чуть оторваться от вот этой нашей кровавой 90-х, просто, знаете, як-то мысль колового матки, вот из-за история с армянскими беженцами и квартиры.
И потом, вот помните скетч «Наша Раша»? Да, Армяне создают этот скетч, где глупые таджики делают ремонт в квартире. Может быть, они таким образом намекнули нам на вот те события, что на нашу вот такую низость, которую мы проявили по отношению к людям, которые пережили такую трагедию. За эту нашу низость они, может быть, нас этим скетчем подкололи, как вы считаете? Вот прям ведь картина Нет, складывается. знаете, я не думаю. Я вообще не сторонник всяких там теорий Да. конспирологии, да, заговоров и так далее. Ну, такие случаи были в Ферганской области против турк-месхетинцев, которые были мусульманами, и их депортировали туда, в Ферганскую область, вообще в Центральную Азию еще Сталин депортировал. Такие погромы были в Алмате, такие погромы были в других частях. То есть не надо обвинять таджиков в том, что таджики проявили низость, не принял у себя армян, которые пережили эту трагедию. Просто, знаете, вот таджики вот, на фоне вот перестройки, гласности, когда можно было еще критиковать, высказаться, выпустить пар, а таджики так, они были в основном лишены вот этих благ, квартир в городе. То есть они чувствовали всегда изгоями в собственной стране. И вдруг эта таджикская семья, которая отец, там несколько женатых детей живут в одной тесной там квартире, и вдруг распространяется слух, что государство, власть выделяет там какие-то новостройки для армянских беженцев. А человек стоит уже 20 лет в очереди за квартирой. Разумеется, это Да, очень... для него не важно, кто получает эту квартиру, Да. армянин, азербайджанин, там другой. Главное, что это несправедливость. Почему он живет в тесной квартире или хаули, и кто-то приезжает, ему дают новую... Нет, конечно, тут больше, наверное, я перестрою эту историю, что, наверное, не из-за отсутствия эмпатии, а из-за того, что наша, возможно, низость заключалась в том, что мы поверили слухам. Вот мы, получается, вот мы такой народ, который живет слухами. Там какой-то слух прошел, какие-то там непонятные люди распространили эту историю. Мы, не проверяя факты, не попытавшись разобраться, пошли громить там местную власть, там, чтобы добиться какой-то справедливости. Ну, тогда же все пришли туда, этот президент обещал там Махкамов разобраться, там комиссию уже организовали, да, и в итоге сказали, что ничего такого нету. Да, но сам Махкамов не вышел к протестующим, да, и потом все это случилось, все то, что случилось. Это вот я в этом просто контексте. Но как вам Равшан Джамшут? Вот как? Честно. Знаете, Это к вопросу о самоиронии. Шерзот, я, наверное, скажу что-то такое, что меня будут критиковать, не любить из-за этих моих взглядов, мое мнение, потому что мы, таджики, настолько оскорбились этим Джамшудом, этим образом, этим сериалом, что я тогда сказал, что, ребята, надо, вот, скажем так, достойный народ, сильный народ умеет над собой смеяться. Как французы, например. Как французы, как евреи, как армяне, как, не знаю, там, все. Турки. Вы знаете, в Иране в основном все анекдоты про азербайджанцев, про турок, местных иранских турок. И кто придумывает эти анекдоты? Сами турки, иранские турки. И кто придумывает анекдоты про евреев? Сами евреи. Или анекдоты про армянское радио. Вот недавно мой один наш таджик из Кульяба, мой друг, однопартист, он мне такой классный анекдот про кульябцев рассказал, сам кулябец. И мы так все смеялись, я сказал, что вот человек умеет же смеяться над собой с чувством юмора. Мы могли бы, там были элементы издевательства, оскорбительные какие-то моменты. Да, понятно. Такие элементы есть почти везде. Даже в тех программах, где речь идет о русских, не знаю, о каких-то других азиатских народах. Но если бы мы поступали бы там более умно,
мы бы использовали этот момент, как, например, поляки. В Европе есть такой... Поляки, они работают в основном в Западной Европе, в Англии, в Германии. Украинцы приезжают в Молдавию, в Польшу заниматься черной работой, а поляки выполняют эту работу уже в Германии. Да, уже дальше. Да, было такое время, где-то в начале независимости Польши от Варшавского договора и так далее. И большинство строителей, сантехники, там, плотники были поляками. Да. И западные европейцы начали смеяться вот так, какие-то различные юмористические программы, там, фильмы про необразованного, примитивного, там, очень, но искреннего поляка. И поляки, они использовали этот момент для того, чтобы создать такой имидж простого сантехника поляка в Европе. Безобидного, над которым можно шутить, смеяться, иногда издеваться. Но он очень безобидный человек, очень полезный. Вместо того, чтобы обижаться на этот образ, и вот знаете, вот мы повели себя как человек, у которого комплекс неполноценности. Да. Понимаете, вот мы показали, что мы нация, у которой комплекс. Да, закомплексованный. И постоянно еще любим говорить про историю, да, тоже. Он сразу обижается, чувствует себя там, не знаю, там, оскорбленным и так далее. Да, Кадян, я действительно... Мы могли бы вести себя немножко по-другому. Конечно. Давайте исправим эту ситуацию. Многие заработали на этот себе какой имидж патриота. Да, особенно Карамат Шарипов покойный, который там начал. Карамат Шарипов, его можно было понять, но многие другие в Душанбе, они начали вот такого бить себе в груди, что вот нас оскорбляют, мы должны... Ну, извините, нас превратил в Джамшуд Раушан кто? Рахмон. Не тот, скажем так, как Галустян или кто там? Да, Галустян. Я помню. Вячеслав Дустмухамедов, этот автор. Да, вот этот. А Рахмон же превратил нас в Джамшудов Раушанов. Да, мы об этом в своих роликах тоже упоминаем, что Рахмон, да. Но надо же себя показать патриотом, надо же кого-то ругать. Надо же, давайте... боялись Рахмона, начали... Ага, это как всегда, знаете, на этого насильного там кидаться страшно, да, и приходится на слабом отрываться. Это мы немножко отошли, и правильно, что отошли, потому что немножко вот мы сейчас вернемся к гражданской войне, которая меня лично, нашу семью лично тронула, эта вся история, причем очень глубокую рану оставила в нашей семье. А вот если мы исправим эту ситуацию и попытаемся вот иронично посмотреть на себя, вот продемонстрировать иронию. Можете какую-то шутку про таджиков сказать вы, и потом я ту интересную шутку скажу, которая мое авторского сочинения. Ну, сейчас не могу вот так спонтанно что-то вспомнить, но недавно я сказал про... как-то мы обсуждали с нашими коллегами одну историю, и я сказал, что был такой анекдот. Судя два террориста, экстремиста, в Таджикистане, то есть они подельники, сообща что-то там сотворили, и у обоих смертная казнь. И оказывается, один таджик, второй узбек. И судья спрашивает, какое последнее желание у тебя, мы готовы выполнить? Узбека спрашивает, он говорит, что я хочу встретиться в последний момент с мамой, с матерью. Все, у меня другого желания нет. А потом спрашивает у таджика, а у тебя какое последнее желание, мы готовы выполнить? Он говорит, что я хочу, чтобы этот узбек не встречался с мамой. То есть они друзья, они вместе, они всю жизнь были вместе, но в последний момент он скажет что-то. Это действительно, я сам узбек, вот, и я всегда чувствовал... Я не знал, что ты узбек. Ну, сок делать. Знаешь, этот анекдот может узбек рассказать про себя. Да, конечно, конечно. Да, то, что таджик, чтобы не увиделся с мамой там, или там, не знаю. Конечно. Нет, я наполовину узбек, наполовину таджик. У меня все, вы сами знаете, что север Таджикистана это вот перемешанная история, где мы все вместе поперемешаны. И как бы таджик от узбека мы как бы не отличаем. Для нас это один и тот же народ, и для меня это норм, окей. Можно вам тогда мою шутку?
Это Давай, можно давай. снова, это, С это пусть будет. удовольствием, да. Что будет, если в Москве на 1 квадратном метре собрать 5 таджиков и 5 узбеков? Будет умный пылесос. Догнали суть? Что мы же там в основном уборщики и дворники, вот это тоже из этого. Это, конечно, не такая это искрометная, как то, что вы рассказали, но одна из. Но это показатель, что мы готовы смеяться над собой, мы самоироничны, и от этого мы не чувствуем какой-то там неловкости, да, и когда достоинство на высоте, каждая всякая, мелочь, она не касается так высокого достоинства. Это очень важно для того, чтобы мы в какой-то момент осознали это и перестали вот комплексовать. И в контексте этого у меня был встретился с одним украинским блогером, сейчас вот выйдет ссылочка на это видео и просто комментарии, что там пишут таджики. Я говорю блогеру, что я не признаю историю до там всеобщего образования, да, все, что было до, это там можно было фальсифицировать, победитель пишет, поэтому вот как только всеобщее образование наступило, когда большинство людей умели читать и писать, вот с того времени мне окей признавать историю. Я потому говорю, мой Таджикистан не имеет истории, говорю, потому что, совки его создали, условно, да, так. И там таджики налетают. О, это не таджик, это узбак, это там монгол, это он то, это он все. Это просто вы должны эти комментарии. Это комментарии показывают наше истинное лицо, насколько мы уязвленным чувством, обиженные ходим, вместо того, чтобы сказать, окей, Это снова же, немцу, британцу нечего доказывать никому. И кто-то скажет, у них нет истории, они скажут, окей, наша реальность показывает все. Но когда я вижу в реальности своем, в Таджикистане нашем, в 21 веке нету света, катастрофическое положение, и мне хочется крикнуть, где, черт возьми, ваша великая история, о которой вы так любите говорить? Где эти арийцы, там, бла-бла-бла, там все такое, о которых хочется там, вы все нам показываете. Нам не нужна история, дайте нам еды, да, дайте нам реальность. Это очень показательно стало для меня вот в последний период моей жизни. И вот... Шерон, давайте вот немножко вот к этой теме, я извиняюсь. Вот получается, что во всех наших бедах кто-то виноват, только не мы сами. То есть мы ищем там врагов в истории, там греки, там, не знаю, арабы, монголы, вот потом турки. То есть сейчас это как-то переносится на русских, хотя большевики это не русские, и русские еще не большевики. Кстати, от рук большевиков пострадал больше всего именно русский народ. И потом появляются пуштуны, какие-то вот враги таджиков. То есть таджикский народ нас так воспитывает сейчас, что всегда у нас есть вокруг нас враги, кто-то мешает нам жить, быть счастливым народом. И это продолжается. Я считаю, вот как нация никто не задается вопросом, извините, если мы такой достойный народ, достойная нация, историческая, с этой исторической культурой, как можно терпеть такого человека, как Пешво? Вообще, нация не должна иметь Пешво, фюреров там. Конечно. Нация должна иметь менеджеров в 21 веке. Все. Менеджер, который назначается или избирается, там, его оплачивает народ на какой-то срок, там, 7-10 лет, и бай-бай, уходи, все, отдыхай, придет новый. Но лидер, фюрер, пешво, это для массы, это для племени, сюда. То есть мы должны определиться в конце концов, мы нация или мы это племя, как это вот непонятно, абориген и так далее. Так что тут надо признаваться в том, что пока пропаганда, вот такая националистическая, шовинистическая пропаганда, она выигрывает информационное поле, потому что народ, особенно молодежь, не образованный. И, наверное, вот надо будет продолжать это не только две программы, цикл передач, программ, и об этом говорит постоянно по всякому поводу. Потому что без этого, вот сейчас эти лжепатриоты, они используют этот вакуум.
С одной стороны радикали, и светские, религиозные, неважно. Меня иногда критикуют, что почему я все время использую это слово радикализм, экстремизм. Ну, извините, ребята, это реальность. Нравится нам это или нет, это уже реальность. Поэтому, с одной стороны, радикализм, с другой стороны, вот лжепатриотизм. И посередине оказались в заложниках вот те ребята, те люди, которые более-менее умеренно смотрят на жизнь, рассуждают. Совершенно верно. И действительно, вот и в основном, с чего вот это о лидере Пешво, как в Таджикистан приезжаю, на каждом шагу его плакаты. Я просто не знаю, в какой реальности эти люди живут, что думают, что это кого-то впечатлит. Кого, кроме, простите, пожалуйста, вашего поколения, кого, кроме дедов, может впечатлить вот это все, да? Потому что мы приезжаем, там молодежь приезжает, обучаясь в России, там, в Казахстане, в Европе, куда-то приезжает домой, мы не узнаем наш дом. Это действительно какое-то чертово, простите, реально как племя выглядит, где у нас какой-то вождь богоподобный. Но этот вождь-то пришел снова же, это результат той самой гражданской войны. И тут аналогия у меня возникала с украинскими событиями, что всюду, где Россия ставит своих ставленников, как правило, они крайне примитивны, крайне необразованы и очень ручны для Кремля. Вот она и в Украине, я как житель Украины, долго проживший в Украине, это там увидел, и когда смотрю на свой Таджикистан родной, я понимаю, что у нас та же история. Но вот когда война началась, когда вот в 92-м году Майдан и Шахидон, там еще другая группа собралась, там как раз вот примерно плюс-минус как будто украинские события на Майдане случились, да, там где одна группа собирается, а Майдан, у нас, кстати, тоже Майдан называется, да, и там антимайдан против протестующих, и возникает стычка. И это становится катализатором вот этого кровопролития. Вот в этих стычках, когда кто вообще принимал участие, кто в тот момент, там без организации, без лидеров, это ведь не могло произойти на тот момент? Шерзот, надо просто более внимательно слушать полковника Квачкова. Я его видел огромное количество. Просто вот надо несколько раз пересмотреть там внимательно, и не одно интервью, надо в цикле его интервью. Он, кстати, очень активный. Просто надо внимательно послушать его, о чем он говорит. Причем все знают, что он говорит искренне. И он искренне, с верой, он до сих пор думает, что правильно поступил тогда. Но он немножко обижен, что Рахмон зазнался, и он сейчас ведет себя по-другому. То есть его назначили как обкома, а тут он взял себя, объявил лидером нации. Ну ничего, пусть объявит себе кто угодно, главное, чтобы он нам подчинялся. Вот максимальное требование от него это. То есть Рахмон пока выполняет на отлично свою задачу. Давайте если вернуться к тем событиям, хотя я думаю, что мы не должны долго оставаться в истории, потому что это для молодежи, это уже история, надо больше говорить о будущем, о настоящем и о будущем. Да. Но опять, если вернуться к этим событиям, ведь Советский Союз проиграл войну в Афганистане. Это мощная советская армия, 40-я армия, проиграла каким-то маджахидам, Ахмад Масуду, Хикматьяру, там Саяфу, которые бегали в горах, как потом Талибан, и с бородой, с чалмой, там, их обзывали душманами, басмачами и так далее. Ну, они проиграли. Этот проигрыш, люди, которые, тем более спецназ ГРУ, которых вывели из Афганистана, они проиграли эту войну. Их боялись возвращаться где-то во Владимир, Саратов или Московскую область, потому что понимали, что если это мощная сила, которая жаждет крови, просто они должны отомстить за этот проигрыш кому-то, и они рядом с Кремлем, с Москвой, это очень опасно. Сказали, давайте оставим их где-то в Центральную Азию, под Термезем, и пусть они там подождут.
И вдруг появляется такой случай, неразбериха в Таджикистане. Новое правительство, коалиционное, там, Демпартия, Исламская партия, Ростохез. Это уже опасно для Центральной Азии. Это оазис демократии. Надо ее подавить. А кто должен подавить? Вот эта группа спецназ, ГРУ, который проиграл войну душманам, басмачам, маджахидам, исламистам в Афганистане, а им сказали: ребята, хотите отомстить? Вот вы проиграли там, а у вас есть возможность отомстить этим исламистам, этим мусульманам, этим маджахидам, которые сейчас управляют Таджикистаном. И Квачков взял на себя эту ответственность, сказал, что хорошо, они должны показать, что нет, мы не проиграли в Афганистане, просто ситуация была другая, а вот сейчас мы покажем им, кто мы такие. И они показали. Что он говорит? Говорит, если бы мы от своей имени, своей рукой убивали таджиков, поменяли это правительство, они считали бы нас оккупантами, как афганцы. Весь таджикский народ объединился вокруг независимости там идеи, и мы проиграли бы эту войну опять в Таджикистане. Поэтому мы пошли немножко по-другому. Мы нашли соответствующих людей в лице Сангака Сафарова, Айзали Саидова, Эмомали Рахмона и так далее. Сангак Сафаров — это криминальный авторитет, если что, да? Пусть это будет межтаджикская война, пусть так выглядит. Пусть таджики будут считать, что они воюют между собой. А мы тут ни при чем. Но он же об этом говорит, Квачков. Поэтому сказал, что мы поступили более умно и вооружили таджиков, дали им вооружение, указания, как поступить, и они начали перерезать друг друга. Он говорит, что за 3 месяца я сам удивился, что выполнил задачу, которую требовали от него 6 месяцев. А он говорит, я за 3 месяца выполнил эту задачу. Поменял правительство. Ну, знаете, Акудион, просто вы ранее сказали, что когда вот демократические силы там собирали своих людей, ну, так или иначе, они не рассчитали свои силы, их было меньше. Когда исламская партия, она пришла со своими сторонниками, их было существенно больше, да, они фактически большинством поглотили всю эту историю. Но хоть и был выдвинут единый кандидат, да, там, замечательный же человек, да, но тем не менее. Может быть, не кажется, вы также говорили, как в интервью «Настоящему времени», что да, Квачков и Россия испугалась, что демократизации Таджикистан свободный. Может быть, они испугались действительно исламизации, коль исламская партия была большинством и, соответственно, могла запросто там любых демократов в случае необходимости там... Ну, извините, если исламизации не боится Тохир Абдуджабор, там, тогдашний лидер Демпартии, Даулат Худоназар, таджикская интеллигенция, они не боялись исламизации, потому что не было такой программы. Если таджикская интеллигенция, таджикские демократы, они не боятся этого, с какой стати должны бояться, скажем, демократии в России, в Кремле? Так что это была как бы выдумка, это был повод. Ну, просто какая могла бы быть исламизация Шерзот? Исламская партия выдвигает на первом президентском выборе Даулата Худоназарова. Не только демократа, не только режиссера, но и представителя меньшинства религиозного, исмаилита. Но это говорит о чем? Это говорит о том, что нет такой программы по исламизации Таджикистана. И вы нигде не находите ни в программе исламской партии, ни в уставе, нигде такого нет. То есть даже сейчас, когда на последних выборах я предлагал, хотя присоединился к этому предложению последним, Ойнихола Бобоназарова. Официально она была кандидатом от нашей партии. Но и она входила в ОТТО, в принципе, тоже, да. Да. И если исламская партия выдвигает женщину, светскую женщину, светского режиссера до этого, о чем это говорит? О какой исламизации? Да, мы мусульмане. Давайте разделить 2 вещи. Мы мусульмане. В Таджикистане исламская культура – это часть нашей общественной жизни. Факт. Это факт. Более 90% это мусульмане. А почему мы должны этого скрывать, этого бояться? Да, ведь в Европе никто не боится, что христианская цивилизация доминирует, пока доминирует в Европе.
И в Таджикистане должна доминировать исламская цивилизация, исламский, скажем, образ мышления. Ну, Но это не говорит о том, Да, но да, это не да. говорит о том, что государственные решения, правительственные решения, они должны приниматься на основе каких-то религиозных норм. Мгм. Таджикистан если светское демократическое государство, Мгм. там должно доминировать светские демократические конституционные нормы. Бесспорно, Акуджон. Только я хотел небольшое уточнение сделать, что Европа это больше, она такая, какой мы ее любим, которая она стала, благодаря эпохе Ренессанса, да, когда они религию выкинули из государственного управления и разделили эти вещи, и тогда они начали развиваться. Поэтому я думаю, что Европа как христианская цивилизация, мне кажется, это немножко притянуто, а она, скорее всего, больше, ну, действительно, она больше языческая. Вот именно права человека, ценность человеческой жизни, она была больше в язычестве, да, чем в христианстве, потому что когда христианская цивилизация была, там людей сжигали, в частности Джордано Бруно, да, они сожгли, это самый яркий представитель, да, яркая история, когда это была катастрофа до того момента. Так, ну, разумеется, однако в Таджикистане набирающий оборот, силу, исламская партия, ну вот хотя бы немножко, оно же могло вызывать опасения в целом у людей, потому что если мы взглянем на Иран, который также там включился в этот процесс, исламская революция привела, ну, очень таким ужасным последствиям. Шерзод, во-первых, что касается вообще Европы и христианства, мне кажется, что там были две вещи. Не только религию выкинули из государственных, скажем, структур, религия сама как бы добровольно, не всегда, конечно, не очень охотно, но в результате долгих внутренних споров, дискуссий, она приняла все-таки решение немножко отойти на задний план. То есть тут нельзя сказать, что там только вот заставили религию. Нет. Христианская религия, она долго к этому пришла, и где-то она сознательно уступила. И поэтому и называют ее как бы религиозной реформой. В исламском мире сами мусульмане, сама религия должна прийти к этому добровольно. Не заставить ее, не игнорировать его, не изолировать, а создать такие условия, что сама религия в результате долгих, сложных внутренних процессов, размышлений, дискуссий, она пришла к этому. И к этому можно прийти только тогда, когда есть здоровая атмосфера, когда есть возможность для развития человека, развития общества, в том числе развития религии. Институты религии должны... Да, конечно. То есть религия не должна опасаться, что вот в результате этого разделения она потеряет все. Вот когда религия этого боится, она будет биться до конца. Что происходит в исламском мире. Так что это не так просто. Второе, что касается исламской партии, была ли такая боязнь? Была, конечно, несомненно. Ведь, посмотрите, последние минимум 200 лет российской истории, именно российской истории, на юге России, я не говорю на востоке, где Сибирь, там до Японии или на западе, именно на юге, Кавказ, Центральная Азия, она связана с оккупацией, с войной против мусульман, с борьбой с исламом, религиозным мышлением, начиная от имама Шамиля на Кавказе, заканчивая движение повстанцев или сопротивления, которых называют басмачами в Центральной Азии, и заканчивая афганской войной и таджикской войной. Везде за 200 лет российская оккупационная сила, машина, она воевала на юге именно с исламом. Поэтому у этой за 200 лет выросло сколько поколений? Минимум 10 поколений генералитета, политиков, офицеров, научных кругов. Они все смотрят на юг только через призму войны с исламом. И это не может так просто пройти. Я, кстати, когда встречался с Примаковым, покойным, за несколько месяцев до его кончины,
Он же крупный академик, востоковед, арабист, тем более потом был премьер-министром, министром иностранных дел. Я ему об этом сказал, что пора русской элите заканчивать вот эту историю, перевернуть эту историю, начинать новую историю с новой страницы. Не обязательно смотреть на юг только через призму оптического прицела, там, снайперской винтовки, там, не знаю, автомата Калашникова. И вы таким образом потеряли... Вы сейчас имеете Рахмона, это ваш подручный ставленник, но вы в конечном итоге потеряете Центральную Азию как союзники. Они сейчас его потеряют, как они потеряли Прибалтику, потеряли Украину, Грузию, теперь теряют Армению. Да, мы искренне желаем, чтобы Таджикистан наконец-то отошел от России. Россия не менее концентрирована в путинизм, не менее концентрированное зло, чем рахмонизм. Это факт. Так что, Шерзод, у этой проблеме довольно много, так скажем так, факторов, которые влияют. Поэтому они боятся ислама, они боятся исламизации. То есть они в каком-то роде, получается, будучи жертвой неких своих предрассудков, они обоснованно испугались, что вот исламисты придут к власти, и Таджикистан станет таким тоже наподобие Афганистана, и решили там вмешаться. Вот это... Но есть другой момент, Шерзад. Россия вообще считает Центральную Азию своим задним двором, огородом, там, не знаю, там, хлопковое поле или что угодно. Сейчас считает Центральную Азию как бы местом, где выращивают мигрантов, рабочие силы для черной работы в России. По крайней мере, до Крокус-Сити было так. Не знаю, что будет после, до этих событий было так. Но у этой же России... Поймите, что Россия имеет хорошие контакты с Хамасом, с Хизбуллой, с хуситами в Йемене, с кем угодно, с Талибаном. Ну, Россия – это многоходовочка, они же любят там, да. Но они не терпят в своем огороде даже умеренных мусульман, умеренных исламистов. Да. А за пределами моего огорода, пусть там я готов сотрудничать с кем угодно, но мой огород, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, это мой огород, там не должно быть даже умеренных мусульман во власти. Так что тут вопрос еще и имперских мышлений Кремля, как они смотрят на Центральную Азию. То есть в большей части они, вот как я, получается, повторюсь, просто что из-за своих вот имперских взглядов посчитали ту угрозу, которая, ну, это вообще не было якобы угрозой, но они так посчитали. Но здесь вот как раз вот, чтобы долго, и действительно вы были правы, на истории не задерживаться, это действительно болезненно, потому что мой дедушка в тот момент, он в Душанбе был, и вот когда Набиева уже изгнали, да, уже власть уже взяла оппозиция, это его рассказ, скажите, насколько это имеет место быть, потому что и моя мама подтверждает это. У него имущество отобрали, он убежал в Ташкент, там 10 лет попытался документы узбекские получить, и по итогу получил, и слава богу, да, в Узбекистан убежал. Вот моя мама, будучи светской, ее в Душанбе, в Саховате обматерили, там вот эти автоматчики, там, которые представляли вот вашу организацию, они ее обматерили за то, что она там без хиджаба. И там женщин, получается, там такими, ну, они какой-то контроль даже ввели, был какой-то якобы контроль, что ходили, смотрели, чтобы женщины были в платке. Насколько эта история правдива, на ваш взгляд, так как вы непосредственно там были? Нет, такие моменты были. Я сам был свидетелем, я был студентом, и на волне вот этих протестов, когда шли митинги Шахидон, мы вышли из университета, там Джазира, и там есть мост, я не знаю, сейчас оно есть или нет, пешком мы пришли до Птовского и так далее, и как раз мы после занятий шли на митинги для того, чтобы участвовать на этих митингах, и с нами были наши однокурсницы, девушки, которые без платков, просто они обычные студентки. И кто-то из наших ребят, скажем, из сторонников Шахидон, из числа студентов, эти девушки хотели присоединиться к нам в Майдан, тоже участвовать, а он сказал, что нельзя, поскольку у вас нет платков.
вы не должны участвовать на этих митингах, а там как раз митинги с целью защищать там, наши национальные, религиозные ценности, таджикский язык и так далее. А вы же похожи на русских женщин, как вы имеете моральное право участвовать на этих митингах? А эти девушки действительно хотели участвовать, просто тоже как бы... Приобщиться к общественному. Да, там посмотреть. И нашли там платок побольше. Они как бы разделили на 4 куска, чтобы каждый имел хоть что-то на голове, там какой-то кусок, часть этого платка. И я не скажу, что их заставили, но было такое психологическое давление, что они вынуждены были пойти вот на такой шаг, чтобы не выглядеть как бы белой вороной на фоне вот этого психологического массового давления. Так что я не исключаю, когда такие моменты были, это как раз говорит о незрелости. Это как раз говорит о там, погрешности, о том, что радикализм, и эти ошибки, они были очень удачно использованы теми кругами, которые хотели подавить национальную гордость, национальную независимость, национальное сопротивление. То есть это некое уже, можно сказать, побочные эффекты, да, вот да, конечно. возникли. Ага, ну так можно, и именно в тот период там разные я даже имя этого нехорошего человека называть не хочу, он русский националист, который писал о том, что резня русских там в Душанбе устроили, в Душанбе там таджики русских массово выгоняли. Вот эта история, то, о чем он пишет, то, что действительно гонение на русских там было вообще. Я просто тогда еще, можно сказать, не родился. Да, потому что русский еще он свидетельства приводит русских, которых якобы оппозиционеры пришли, там начали выгонять прямо из квартир, отбирать имущество и так далее. Такие факты. Нет, такого не было. Нет. Да, были какие-то бытовые проблемы, оно везде есть. Такие проблемы были везде в Центральной Азии. Я же привел пример из Кыргызстана, в Алмате. Но такого, что была резня русских, русскоязычных, такого не было. И самое интересное, что тогда эти слухи о резне против русских, оно было выгодно одной части таджикского общества, именно прокоммунистической части общества. Это они сами распространяли эти слухи, они их везде об этом говорили, потому что это было им выгодно, как часть политической борьбы, информационной борьбы. Сейчас, когда русские националисты используют эти старые выдумки, нынешние власти, которые тогда было выгодно, Народному фронту, они как раз, эксплуатировали. Они сейчас говорят, нет, не было этой резни. Хотя сами же полезно. Понимаете, хорошо, если не было этой резни, вы-то строили свою власть, свою политику именно на этой фальшивой риторике, на этой фейковой информации. Поэтому сейчас им не выгодно это. Да? Они сейчас, патриоты, говорят, нет, не было резни. А почему вы тогда молчали? Почему вы сами стали распространять о том, что какие-то злые исламисты режут русскоязычных? Такого же не было нигде. Другой момент. Тогда шла гражданская война, разруха. Не только русские, таджики покидали Таджикистан. Очень много таджики, узбеки, они покидали Таджикистан. Сейчас в прибалтийских государствах оно ограничивается русский язык. Сами русские говорят, что их ограничивают. Идет какой-то антирусская политика. Паспорт не гражданина, эта вся история. Да, паспорт не гражданин и так далее. Но они же не покидают Прибалтику. Почему? Потому что в Прибалтике выгодно оставаться. Тут экономика получше, европейский паспорт и так далее. Везде они говорят, что на нас давят, но мы останемся. В Таджикистане надо было придумывать эти истории для того, чтобы покидать Таджикистан, показать себя жертвой. Да, конечно, многие покидали Таджикистан в то время. И таджики, узбеки, осетины, русские. Но как такого, чтобы была какая-то целенаправленная политика против конкретной группы населения, такого не было.
Это действительно многое объясняет, потому что мы первый раз я услышал о том, что там такая резня была, когда уже немножко подрос, и даже сам не поверил, думаю, ну, если это русский сообщает, то нет. Потом матушка там начала рассказывать про те моменты, что пережили они, там дедушка рассказывает. Конечно, эмоционально все это было, но как бы я понимаю, что мы таджики, еще одна наша особенность есть, что мы очень любим еще немножко преувеличивать, да, от этого мы никуда не деваемся. Вот война идет, уже она самые пиковые моменты проходит, нас пытаются помирить, да, Народный фронт с ООТ, все, контакты происходят. Давайте вот вернемся уже к мирному соглашению, когда уже столько людей угробили, десятки тысяч людей угробили. Подписываем мирное соглашение. И в мирном соглашении есть такой пункт, о котором вы наверняка знаете, я вот просто процитирую вольно и потом выведу там на экране, что там есть пункт о том, чтобы не использовать, простите, вот как же сказать, как же это было-то? Я его записал где-то. Суть ее в том, что ни первая, ни другая сторона не должны были расследовать то, что было, все преступления, и типа забыть. Да, на таджикском это звучит примерно так. Ла'нати Худо ва нафрати миллат бар касоне буд ки ҳодисаҳои ҷанги шаҳрвандиро ҳамчун зидди якдигар баъдан истифода мебаранд. Да, и там, то, что это деяние, содействие от них использовать там для... Да, это было, оно и есть сейчас в этих документах, но не только этот пункт был нарушен. Вообще все соглашения, оно было, особенно политическая часть, она была нарушена еще тогда, когда комиссия по национальному примирению существовала, работала. Так что я не удивляюсь сейчас, да, сейчас вопреки всех договоренностей и соглашений, нынешняя власть ведет себя как победитель. То есть для них не было никакое соглашение, не было договоренности. Даже если что-то и было, то оно имело какой-то временной характер. Не, конечно, Акоджон. Только просто с моей позиции, с нашей дилетантской позиции, это выглядит так, что вот две группы, политические группы, они повоевали, угробили огромное количество людей, и потом решили между собой, что они не будут расследовать все это преступление друг друга. Нет, речь не идет о расследовании. Там речь идет о том, чтобы не использовать эти дни как пропаганда против друг друга. То есть содеяние одних – это не использовать деяния. Ну, там же именно говорится о деяниях, о том, что не использовать деяния, совершенные деяния в период войны, да, допустим, в перспективе для того, чтобы дискредитировать или как-то порочить этого. Но это не использовать как пропаганду, как политический инструмент, но это не означает, что историки, эксперты не должны этим заниматься. Угу. Давайте вот скажем так, нынешняя власть, она не то что не заинтересована в том, чтобы эти документы были опубликованы, были достоянием общественности. Она даже не заинтересована в том, чтобы конкретно посчитать, поименно расследовать, кто был убит во время гражданской войны, когда и в каких условиях. Ведь везде, даже европейцы, африканцы, китайцы, они сейчас, корейцы, они расследуют и ищут, там, собирают по кускам, там, по каким-то косточкам имена жертв японско-корейской войны, японско-китайской войны, Алжиро-французской войны, Второй мировой войны. Везде ищут. Это чисто человеческий долг последующих поколений. Ну, человек родился, его убили, он исчез, как бы вот нет его, не было его. Но это же неуважение к человечеству. Конечно, и Акоджон, тут снова, вы все равно ваша партия стала, как ее интегрировалась во власть, 30% получила, да, государственного правительственного портфеля, но помните ли вы, чтобы хоть кто-то из представителей вашей партии или властей предложили поставить хотя бы мемориал в честь убитых людей, погибших такого количества? Потому что я не знаю, в Таджикистане даже нет мемориала этим событиям фактически. Я предложил, у меня было две предложения. Вообще,
что касается мемориалов, там памятников. Первое, поставить мемориал жертвам гражданской войны. И второе, поставить памятник, такой собирательный образ таджикского мигранта в центре Душанбе. Потому что спаситель таджикского народа, таджикских семей, там, кто обеспечивает деньгами, это мигрант. Не какой-то там Рахмон, Пешвой и так далее, а это обычный простой таджикский мигрант. Вот у меня было два предложения, которые оба были не приняты. И что касается более конкретно, я был готов, я даже начал эту инициативу, поставить памятник жертвам одного трагического события в Файзабадском районе, в моем родном районе. Тогда был кишлок Субулок, сейчас, по-моему, называется, я сейчас не помню, перевели как таджикский вариант, и Сарчашма, по-моему, что такое. И пусть простят меня мои земляки, просто поменяли, я не знаю. Народный фронт убил там, по-моему, 60 человек. Просто взяли там село, убили разом невинных людей. И люди там сказали, потом пришли ко мне и сказали, что вот ты депутат, можешь там помочь нам ставить памятник там. Просто это была трагедия для нашей деревни. Я сказал, что давайте подготовьте документы, там инициативу группу. Я за свой счет ставлю этот памятник, и чтобы имена всех этих людей, они были где-то написаны там, что они стали жертвой этой гражданской войны. Неважно, кто убил, представители оппозиции, там, власти, но известно, что кто убил. Но сейчас не будем об этом говорить. Но власти настолько напугали людей, они отказались от этой инициативы. Они сказали, что нет, власти не хотят. То есть, получается, в нашей стране, просто хочу для наших ребят, вот на моего поколения проговорить, что происходит в нашей стране. Погибают сотни тысяч человек, по разным подсчетам где-то 150 тысяч человек погибают. Получается, никто в нашей стране не ставит им никаких даже... Я уже не говорю про расследование всего этого, потому что там преступления с одной и с другой стороны происходили вообще зверски, да, там, если послушать там сторонников там власти, они про вашу партию рассказывают, какие зверства вы творили, вы расскажете про их, какие они зверства творили. Поставили все-таки бюст вот этому, как его зовут, вот этому криминальному авторитету, чье имя даже как Волан-де-Мор, да? Ему поставили памятник кровожадному убийце, но безвинно умершим людям нет. Просто это дичайшая история. Наверное, наша история... Еще раз, давайте по факту более конкретно. Да. Почему нынешняя власть не заинтересована в том, чтобы таджикское общество, таджикская нация узнала имена жертв этой гражданской войны? Потому что тогда выяснится, что вот это 200 тысяч, там власти говорят 150. Если они заинтересованы в том, что повышать цифру, они могут даже и 300 тысяч сказать. Но если не заинтересованы, они могут уменьшать эту цифру до 100 тысяч. Но все-таки даже 10 человек – это уже много. Почему они не заинтересованы? Если выяснится, что конкретный человек, вот покойный там, Ахмед Мухиддин, был убит в этот день, в это село, со стороны этой группы, там, не знаю, оппозиции, Народного фронта, тогда в конечном итоге выяснится, сколько человек погибли, при каких обстоятельствах, и кто больше виноват, кто больше убил. Знаете, вот сейчас они могут спекулировать, могут манипулировать эти цифры, сказать, что вот очень примитивно. Были митинги, исламская партия организовала эти митинги, началась гражданская война, оппозиция убила там 200 тысяч человек. Все. А когда выяснится, что этот человек, конкретный человек, был убит там, а этот регион был тогда в руках, скажем, другой стороны, а этот был убит на границе, третий был убит там, не знаю, в Каратигине со стороны оппозиции, тогда у народа будет возможность вычислить, сколько процентов
жертв пали из рук оппозиции, сколько из рук Рахмона и сторонников Рахмона. Они не заинтересованы в этом. Я лично заинтересован. Даже если выяснится, что большинство этих жертв – результат преступлений со стороны моих сторонников. Но я заинтересован в этом, потому что это наша обязанность. Потому что это наш долг. Отвечать перед историей. Но почему Рахмон не заинтересован? Потому что он знает, он в курсе, он прекрасно знает, но не по именам, но в основном знает, где, при каких обстоятельствах были убиты эти люди. Так что тут обычная простая арифметика, обычная логика. Да? Тут никакого секрета больше нет. Именно. Вы действительно сейчас, вы как лидер партии, исламской партии, вы находитесь в выгодном положении, потому что у нас нет ресурсов, нет возможности это расследовать сейчас, да, и потому, а власть в этом не заинтересована, потому любой человек просто логически придет к выводу, что действительно власть, если она не заинтересована в этом, очевидно, значит, Народный фронт, да, и последующий там Рахмон, они очень много зверств творили, больше они. Но вы же, ваша партия же, она же интегрировалась во власть, и просто я не могу даже вспомнить, искал, где можно только искал, вот когда вы в часть власти стали, пока еще даже был жив Сайдаблой Нури, я не слышал про того, чтобы проводить расследование. Либо это было запрещено соглашением, проводить расследование, выяснять, где, что, как люди погибли, для того, чтобы хотя бы списки составить. Еще раз, я сразу скажу, что я лично разговаривал с Красным Крестом в центральном офисе в городе Женеве. Я предложил им, Красный Крест готов даже сейчас выделить деньги, средства на то, чтобы этот проект наконец-то начиналось, и оно было завершено. И они сами предложили это. У них есть огромный опыт, мировой опыт. Даже они готовы выделить необходимые средства. Если Рахмон завтра скажет окей, ни одной копейки из бюджета Таджикистана не будет израсходовано. Эти деньги, эти средства есть у Красного Креста, они будут у международного сообщества. Я это вам гарантирую. Вот Рахмон скажет завтра, что я готов, я разрешаю провести эти расследования, я займусь на второй день поиском этих средств. Потому что я знаю, что есть готовность со стороны международного сообщества, на эти проекты есть деньги. Это первое. Второе. Почему наша партия не поставила этот вопрос тогда, когда мы были еще во власти или частью этой власти? Кстати, быть частью этой власти только на 3 года. То есть процесс начался в 1997 году, но пик этого процесса где-то было в 1999 году. То есть не сразу же нам дали это 30%. 98-99, уже в 2001 году начали их снимать с должности, всех освободить. То есть получилось так, что мы номинально были частью власти, но фактически там никакого влияния не было. Тем не менее, тогда были другие приоритеты. То есть когда приоритеты – это стабильность, безопасность, это проведение выборов, но исламская партия там или оппозиция, она не может просто оставив основные вопросы, заниматься вопросами, которые по сути должна заниматься сама власть. То есть, по крайней мере, есть у нас агентство по статистике. Я помню, был такой, это не шутка, это просто такая история. Мы как-то летели в Душанбе из Турции, по-моему, какой-то турецкий бизнесмен мне сказал, что вот я не понимаю, говорит, я иду в Министерство сельского хозяйства, просто хочу открыть у вас там мясокомбинат, в Душанбе построить мясокомбинат. Мне нужна просто обычная цифра, статистика, сколько килограмм мяса потребления в Таджикистане, сколько голов режут у вас, там баран, коров. Они не могут мне дать эту цифру, эту статистику. Вот вообще у вас что за государство такое? Вот Министерство сельского хозяйства
не знаю, сколько голов баранов вы режете ежедневно. Я ему сказал, знаете, господин там, я не помню сейчас, как его звали, мы, таджики, убили 200 тысяч человек, в целом так, но до сих пор не знаем конкретно, сколько человек мы убили. А вы говорите про каких-то баранов, спрашиваете нас. Мы убиваем людей, при этом не знаем, какая цифра там была. И не заинтересованы в этом считать вот эти цифры. К слову Вот о такая ценности человеческой жизни в нашем Да, обществе. вот, а вы спрашиваете меня про какой-то там, сколько баранов мы режем ежедневно. То есть это может выглядеть как, но это трагедия, это не шутка. И поэтому я считаю, что вот нет такой заинтересованности. Мгм. И потому что Рахмон потом не может спекулировать на эту тему. Он что скажет? Ну потом ты там эксперты говорят, извините, вот 200 тысяч человек были убиты, а вы-то убили там 70%. Не там исламская партия, не демократическая партия, не оппозиция, а именно вы, ваша группа. Мгм. Ну, значит, мы заключили, вот подойдя к уже теме мира, войны и мира, которое у нас было, заключили, что Красный Крест готов выделить средства на расследование, но наш великий Пешво, он не заинтересован и не дает согласия на то, чтобы проводить то самое расследование. Что даже сейчас, в принципе, можно, даже и моя семья пострадавшая, мы можем дать показания о том, где, как, какие наши родственники погибли, в какое время, для того, чтобы внести свой вклад, да, в эту историю, чтобы вы выяснили этот факт. Кстати, Широс, я извиняюсь, я вспомнил, вот по ходу нашего разговора, я вспомнил, как я мог пропустить такое. Буквально 2 недели тому назад я читал, я сейчас не помню в каком ресурсе, я читал, что комитет, специализированный комитет ООН, он жаловался на власти Таджикистана, что власти Таджикистана не разрешают международному сообществу и комитету ООН по расследованию жертв гражданских конфликтов провести эти расследования в Таджикистане. Вот буквально, вот я сейчас вспомнил, я не помню сейчас формулировку, посмотрите там последний месяц, то ли в Азия Плюс, то ли там, не знаю, в каком-то русскоязычном ресурсе я прочитал, это говорит еще раз о том, что международное сообщество ООН, Красный Крест, там десятки международных организаций, они готовы сотрудничать. Но таджикская власть, она не заинтересована. Да. Представьте себе, что международные организации, они более заинтересованы, чем таджикская власть, в том, чтобы узнать наконец-то, сколько человек было убито в Таджикистане во время гражданской войны. Мгм. Это наводит на очень серьезные подозрения в адрес наших властей, и я думаю, что история их в любом случае осудит, да, это не громкие слова, просто как человек чувствую, что нельзя просто закопать память стольких людей и думать, что все будет окей. Нет, наше поколение растет, последующее поколение будет расти, спрос будет в любом случае, эта память, она так просто не исчезнет.